Второй и заключительный день начался с мастер-класса по правильному написанию эффективного проекта конкурсу грантов Росмолодежи. Сама площадка включает в себя решение социальных проблем, чем и является на сегодняшний день коррупция. Участникам рассказали, с чего начать и какие аспекты важны для успешного плана. В данный момент после выступления именно в этом форуме выявилось 3 уже проработанных проекта. Это антикоррупционного форума. Поэтому и есть молодые люди, которые отозвались, хотят написать. Это помимо тех готовых проектов, 3 готовых проектов, есть еще и 6 желающих участников, которые хотят написать проект и реализовать ее у нас в регионе. После краткого инструктажа и 10-минутного перерыва участники собираются уже на следующей сессии «Диалог на равных». Среди приглашенных и почетных гостей антикоррупционного форума сотрудники Управления по противодействию коррупции Ставропольского края, Чеченской Республики и Республики Дагестан, депутаты Народного собрания и помощник уполномоченного представителя президента России в СКФО. Также своим присутствием участников порадовал и первый ингушский олимпийский чемпион Исраил Арсамаков, который дал наставление молодежи. Обращаясь к молодежи, хотел бы попросить, не стесняйтесь предъявлять претензии тому, кто и нарушает закон. Потому что вы правы, и человек, который занимается коррупцией, он ворует у вас, у каждого налогоплательщика, у каждого порядочного гражданина. В любой сфере деятельности встречается коррупция, и спорт не исключение, добавил Исраил Арсамаков. Олимпийский чемпион Советского Союза рассказал о том, как шел к своей медали, и то, как коррумпированность отдельных лиц этому препятствовала. Наличие или отсутствие коррупции напрямую сегодня зависит от менталитета определенного народа и уровня воспитания подрастающего поколения. Так что в этом направлении необходима комплексная работа с привлечением молодых людей. Их нестандартное мышление и рациональный подход к решению проблем способны изменить ситуацию. От молодых участников сессии поступало много вопросов. Я хотела бы узнать ваше мнение. Если среди молодежи создать такое сообщество, которое будет бороться против коррупции, оно будет работать? То есть у них будет возможность? Минимизировать коррупцию мы можем, если вы будете участвовать. От того, что я или вы будете участвовать, у нас не получится. Мы должны и молодежную, как говорится, организацию позывать. А вот с учетом того, что вы говорите, менталитет, да, менталитет есть, но мы будем пошагово идти. Потому что для того, чтобы переступить, и чтобы вас окружающие сказали, вот ей нужно было, вот ей так и надо. А это будут говорить провокаторы. Понимаете вы? Поэтому нам нужно, чтобы религиозный деятель, авторитетный человек, компетентные лица, чтобы они разъяснили, объяснили и сказали, что этот человек, вот, допустим, из числа молодежи, он говорит то, что нам нужно, то, что по СУНИ, то, что по Конституции, то, что по 173-му законодательству. И тогда вы будете вооружены вот этими вещами. Также на дискуссии обсудили и проблемы с коррупцией в образовательных заведениях, имущественных вопросах, пенсионных выплатах и многое другое. Предлагались и пути решения. В заключительной части сессии стал круглый стол с религиозными деятелями. И было одно племя, которое называлось Бану Махзум. Оно было такое известное племя в то время. И одна из женщин этого племени, она совершила кражу. И, конечно, для них это как бы позор, что человек из их племени, тем более женщина, совершила кражу. И они начали уже посылать своих посланников к пророку, алейхиссалату вассалам, чтобы эту женщину не подвергать наказанию. И они хотели найти посредника, от кому бы пророк, алейхиссалату вассалам, прислушался, кому бы слова он взял, кому бы обратил внимание. И они нашли такого человека, это был Анас ибн Малик, это был приближенный пророк, алейхиссалату вассалам, который постоянно проводил с ним время. И они обратились к нему с этой просьбой, чтобы эту женщину не подвергли наказанию. И когда эта информация дошла до пророка, алейхиссалату вассалам, он опять же прочитал проповедь, встал в мечети и сказал, он был разгневан, честно говоря, и он говорит, поклялся Всевышним Аллахом и говорит, что к нему обратились люди, и я клянусь Всевышним Аллахом, если бы Фатима, дочь пророка, алейхиссалату вассалам, если бы даже моя дочь совершила бы кражу, я подверг бы ее наказанию. Она бы не избежала наказания, несмотря на то, что она дочь пророка, алейхиссалату вассалам, несмотря на то, что она дочь главнокомандующего, правителя и пророка.
Вот таким образом пророк, алейхиссалату, показал нам, как вести борьбу вообще с коррупцией на своем примере. Не так, чтобы указывать другим, что им делать, а на своем примере. За 2 рабочих дня форума участники вынесли для себя много нового. Из-за эпидемиологической ситуации число присутствующих было ограничено, но желающие могли поучаствовать в онлайн-формате, задавая вопросы дистанционно. У нас очень активная, образованная, целеустремленная молодежь. Было очень много полезных идей с их стороны, которые, это в первую очередь для нас, для органов профилактики коррупции, уполномоченных органов. То есть мы можем со свежим взглядом со стороны, то есть принять этот опыт, постараться его реализовать. Группа ребят в ходе форума для нас разработали программное обеспечение в виде, к примеру, портала, где любой житель республики может обратиться к нам в управление, задать какой-то волнующий вопрос, либо сообщить о факте коррупции. Далее обед и экскурсия по живописным местам Горной Ингушетии. По словам организаторов, дискуссия о коррупции не закончилась. Подобные мероприятия на межрегиональном уровне будут проводить регулярно. Хава Гайзекова, Адам Гулоев, Магомед Шоухалов. Новости 24.